Последние несколько месяцев приготовили для вас изобилие богатства и великолепные победы. Несмотря на то, что мне пришлось столкнуться с битвами, испытаниями, страданиями и тоской, сегодня я здесь, чтобы полностью изгнать любой намек на печаль и разочарование из вашей жизни и дома. Ваша вера будет признана и вознаграждена перед теми, кто смеялся над вами, а они будут ошеломлены и пристыжены, а завистники станут свидетелями вашего триумфа. В этот период открывается поток морских вод, и я своей могучей рукой проложу вам путь, чтобы бесстрашно двигаться к земле, изобилующей необыкновенными благами. Вы всегда поддерживали высокий духовный уровень, вы никогда не видели себя и не увидите себя побежденным. Я дарую тебе жизнь и силу, предоставляя тебе право стоять прямо. Я буду рядом с тобой, чтобы ты не поддался, пересекая бурные потоки или проходя через огонь. Вы не будете поглощены. Я даровал тебе способность топтать змей и скорпионов, преодолевать все силы противника, и никакие невзгоды не смогут причинить тебе вреда. Мое обещание принадлежит вам, и мои благословения будут окружать вас. На вашем пути ждет чудесный план, и он точно осуществится, как и было обещано. Я поведу тебя к твоей судьбе по правильному и благоприятному пути, подарив тебе долгожданное чудо и ответ, которого ты так долго ждал. Я искренне предаюсь тебе и призываю тебя удержать взор на слове, которое я тебе доверяю. Пусть вы продвигаетесь твердыми шагами по пути, который я показываю вам сегодня. Я даю вам силу и терпение, которые вам нужны. Я расчищаю вам пути и прогоняю всех ваших противников. Двери благословений открываются перед вами. Поднимайтесь с энтузиазмом, смело и без колебаний решайте проблемы. Впереди вас ждут еще более светлые и плодотворные времена. Эти слова остаются выгравированными в вашем сердце, а они будут резонировать в вашей душе каждое утро. Вы больше не будете просыпаться с унынием и грустью, цепи, связывавшие вас, разорваны. Каждое проклятие, преследовавшее вас, рассеется навсегда, без возможности возврата. Ваша надежда возродится, ваша улыбка будет сиять, а уверенность, которую отражает ваше лицо, заслужит уважения окружающих. Вы вступаете в эпоху сверхъестественных чудес и чудес, вы станете свидетелем чудесных событий в жизни людей, которых вы любите. Я готовлю для тебя трапезу благословений в присутствии твоих врагов и превознесу тебя перед твоей семьей и друзьями. Будьте готовы к этой новой жизни, которая уже в пути, смиренно примите все эти чудесные дары, которые придут. Держите это в своем сердце и никогда не забывайте, кто благословляет вас. Приходите каждый день и слушайте мои слова, чтобы укрепить свою веру, наполните свой разум обещаниями, которые помогут вам добиться успеха. Я всегда бдителен за тобой, и именно в этот месяц освобожу тебя от скрытых опасностей и незаметных нападений. Продолжайте верить, как внутренний воин, и не позволяйте врагам обмануть вас своей ложью и ложью. Неважно, кто восстанет против тебя, потому что я, как твой отец,
всеми силами защищаю своего. Я сделаю все возможное, чтобы ваше счастье и благо этого месяца сохранились в часы страданий. Я здесь, чтобы реагировать во времена опасности. Я твой защитник, и в трудную минуту рассчитывай на мою помощь. Моя поддержка вечна, она предназначена для вас, вашей семьи и будущих поколений. Я жажду вашей веры, искренности, послушания, настойчивости и постоянства во мне, в моем слове, в моем присутствии. Освободите себя от забот, помните, что ваша миссия – упорствовать, подчиняться и доверять всем мне. Время, которое я даю вам, не должно быть потрачено на беспокойство. Если ты решишь не доверять мне и поддаться тревоге, ты будешь презирать мою любовь, принося печаль своему сердцу и болезнь своему телу. Каждый день выделяйте время для себя, ищи мое лицо и приготовь свою душу. Я открою тебе двери изобилия, будьте готовы к счастью. Добро пожаловать в мир чудес, для меня нет ничего невозможного, а для тебя все возможно, потому что ты твердо стоял и не переставал верить в меня. Ты был верен в малом, а теперь и во многом я наделю тебя верой, когда тебе понадобится. Позови меня, и я отвечу тебе. Я открою тебе великие и сверхъестественные чудеса. Ты почувствуешь силу, как никогда раньше, как орел, парящий высоко на уровне моей величественной славы. Отсюда вы увидите новые благословения, которые я скоро дам вам. Ты знаешь, что я не лгу и что я люблю тебя. Я всегда был здесь, чтобы помочь тебе, когда ты нуждался во мне, и теперь я готов поднять тебя, исцелить и помочь тебе все время восстанавливать любовь и благословения, которые принадлежат тебе, но которые пытался украсть враг. Декабрь для вас является синонимом триумфа и победы, счастья и обеспечения. Поделитесь этим с теми, кого вы любите. Откройте свое сердце, чтобы принять и ощутить безмерные эмоции от осознания того, что ваш Небесный Отец с вами. В декабре вас ждет великое благословение. Верьте в этот месяц, вы будете окружены изобилием и преуспеете во всем. Внимательно выслушайте это сообщение и не пренебрегайте советом, который я вам даю. Твердо держитесь этого слова, чтобы каждое утро просыпаться со спокойствием и безмятежностью, одушевленные непобедимым духом и сверхъестественным миром. В этом месяце вам суждено победить, ваши стремления и цели будут реализованы. Ты не закончишь этот год с пустыми руками, но ты должен решить довериться мне. Положи правую руку на сердце и пообещай искать меня каждый день, несмотря ни на что. Таким образом, ваша душа будет безмятежна. Я знаю, что ты борешься с разочарованием, и именно поэтому я говорю непосредственно с тобой. Хотя бури сотрясают ваши внутренности, а тревога пытается запугать вас, говоря, что вы не достигнете своих целей, вы будете сопротивляться и не будете их слушать. Не позволяйте мысли о поражении или неудаче завладеть вашим разумом. Вы созданы для победы, сосредоточьтесь на том, что действительно ценно, помимо материальных благ и личных достижений.
Позаботьтесь о своей семье и убедитесь, что с ней все в порядке. Не позволяйте Новому году начаться с обид в вашем доме, оставьте позади раны прошлого. Этот месяц знаменует конец раздора, и если вы будете каждый день искать меня с пылкой верой в своем доме, моя слава будет царить. Мое величественное присутствие рассеет все силы тьмы, которые пытаются разделить вашу семью и украсть вашу радость. Поверьте мне, встаньте и продолжайте свой путь без страха. Вы победите всех, кто пытается помешать вашей судьбе. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, временны, но чтобы добиться победы, вам нужно смело встретить их. С вами ничего не случится, мой дух – твой щит, а мое могущественное слово – твой меч. Продолжайте свое путешествие, и если вам нужно сделать паузу, пусть это будет молитва, размышление и отдых. Уделите мне время каждый день, потому что мне нужно многое вам рассказать. Поймите и поверьте всем своим существом, что вы важны. Ваша вера драгоценна, и ваша жизнь ценна. Вы должны поверить в меня, игнорируя тех, кто пытался принизить вашу ценность и значимость. Я вижу тебя глазами любви, я твой отец, и для меня ты всегда был, есть и всегда будешь важен. Я повторю это много раз, я хочу, чтобы это отпечаталось в вашем сердце. Я хочу, чтобы ты почувствовал нежность в моих словах, когда утром откроешь глаза и почувствуешь мое присутствие рядом с тобой, приносящее радость и показывающее, как сильно я тебя люблю. Вскоре в вашей жизни произойдет чудо, настолько мощное, что оно полностью преобразит вас и вашу семью. Я держу свое слово, и вы полностью доверяете моим обещаниям. Однажды я попросил его позвать меня, уверяя, что я отвечу. Этот удивительный ответ уже в пути, и вскоре вы станете свидетелями его прибытия. Прочтите мое заявление еще раз, усвойте мои рекомендации, чтобы научиться противостоять своим противникам, когда они пытаются отнять благословение, которое я предлагаю вам. Есть люди, охваченные гневом и завистью, с обидой наблюдающие за своим благополучием, не выносящие ни своей улыбки, ни своей счастливой, дружной семьи. По этой причине я прошу вас ежедневно вести со мной диалог, питать свое существование моим учением, приобретать мудрость и проницательность, всегда оставаясь бдительным и бдительным. Я узнаю вашу битву последних месяцев, его вера была для меня приятным сюрпризом. Вы с неукротимым мужеством встречали бесчисленные невзгоды, превосходя всех своих противников. В начале месяца ваше сердце не пусто, а переполнено любовью, вдохновением и мотивацией. В оставшиеся недели этого года вы станете свидетелем большего количества благословений, чем вы когда-либо могли себе представить, и станете свидетелем еще более впечатляющих чудес. Верьте решительно, продвигайтесь вперед с верой, осознавая мое обещание победы, и позвольте красивой улыбке на вашем лице отразить вашу осанку, смелость, авторитет и мою силу. Это послание наполняет вас непоколебимой силой. Напишите это своими руками и подтвердите мне свою веру.
Почувствуйте, как мой Святой Дух окружает вас, возвышает и побуждает идти по пути, полному успехов и побед. Примите это слово с любовью, заявите о своей вере, встаньте, протяните руки и приготовьтесь получить чудесные благословения, которые подарит вам этот месяц. Несмотря на то, что вы сталкиваетесь с различными трудностями, я даю вам силы. Будут возникать разные ситуации, но именно его вера в меня придает ему смелости. Примите свою борьбу и сражение решительно, сосредоточившись на моих обещаниях и словах, которые я сказал, чтобы укрепить ваше сердце. Я никогда не бросал его в минуты слабости, никогда не оставлял его беспомощным. Я развеял тоску его души и наполнил ее радостью. Если ты будешь искать меня каждый день с усердием, закроешь двери своей комнаты и придешь ко мне, и если ты отдашь свое сердце возвышенной хвале и высшему обожанию, и если ты взывать ко мне со всей душой и пылом, поверь, что я услышу вам и поднимет вас на более высокий уровень. Я знаю каждую деталь твоей жизни, чувствую себя вместе с тобой. Когда вы доверяете мне свою жизнь и разделяете свои проблемы, на небесах празднуется праздник, и я посылаю тысячи ангелов защитить вас. Я решу ваши проблемы не вашей силой или мудростью, а своим духом и своей силой. В каждом вызове, с которым вы столкнетесь, вы выйдете победителем и триумфатором, потому что я на стороне тех, кого люблю. Я благословляю смелых, у которых есть вера. Однако те, кто предается негативу, кто закрывается для моей истины, кто презирает мое слово и высмеивает эту исцеляющую и спасающую любовь, не испытают благ, предназначенных для верных. Я всегда внимателен к твоим молитвам, особенно во времена скорби, когда ты приносишь свои мольбы к моим ногам. Вскоре вы своими глазами увидите, как вы освободитесь, укрепитесь и возвыситесь моей любовью и силой. Люби меня. Теперь вы готовы сделать этот шаг веры и подняться на эту гору. Наверху я жду его. Я хочу поделиться с вами сладостным и глубоким откровением любви, которую я испытываю к вам. Вы действительно узнаете меня, а не только понаслышке. Ты поймешь, что я реален, что я всегда был внимателен к твоей жизни и твоим потребностям. Я никогда не скрывал от тебя лица своего, всегда с умилением слушал тебя и с радостью вижу, что вера твоя несокрушима. Он всегда умел ждать меня без колебаний. Ты должен знать, что даже когда я казался безразличным, мое присутствие было с тобой, защищая тебя от зла. Мои ангелы сражались вокруг него, выполняя мои команды и работая в его пользу, пока время ускорялось. Вы стояли на своем, и я никогда не слышал от вас жалоб. Замечательно видеть такого сына, как ты, который решил полностью отдаться мне, так искренне мне доверяя. Я очень рад быть твоим отцом. Я хочу благословить вас, дать вам цель, которая наполнит вашу жизнь удовлетворением и радостью, превратив вас в пример для вашей семьи и общества. Там, где вы находитесь, не останавливайтесь,
продолжайте идти и подниматься на эту гору, преодолевая любые препятствия на пути к своему счастью. Окружающие заметят, что ты живой пример веры и верности, и я буду продолжать непрестанно благословлять тебя. Продолжайте, не унывая, используйте власть, которую я дал вам, чтобы ободрить тех, кого вы так сильно любите, рассказывая им о чудесных благословениях, которые они получат. Пришло время принять вызов, бороться, работать, учиться и готовиться к важному моменту. Оставайтесь твердыми в своей цели, пришло время действовать. Вы долго ждали, но сейчас самое время. Благословение, которое вы собираетесь получить, уже в пути. Я преобразю вашу жизнь и жизнь вашей семьи чрезвычайно мощным и сверхъестественным образом. Моя любовь к тебе чиста и вечна, охватывая вечность. Очень важно, чтобы вы были уверены в себе и протянули мне руку. В эти трудные времена не позволяйте угрозам и невзгодам отнять у вас мир и веру. Я глубоко чувствую ваши страдания, и мое сердце тронуто вашей искренностью. Как я уже обещал, благословить вас мое самое сокровенное желание. Скажите мне, что вы готовы принять мое благословение и отнесетесь к нему с безмерным уважением. Я любовь и забота. Помни, в минуты печали я всегда с тобой. Держу тебя на ладони, окутываю своей священной мантией. Я люблю его всей силой своего сердца. Ты мой сын, моя дочь, я благословлю тебя всей своей силой и волей. Я выполняю все, что обещаю, я всегда была рядом с ним, я никогда его не бросала. Даже в эту бурю я все еще с тобой. Мои планы относительно вас – это высшие, вечные мысли, которые приведут вас к миру и процветанию. Ситуации могут показаться сложными, но встречайте их с верой и надеждой. Измените свой образ мышления и убежденно верьте моему слову, и ваша жизнь изменится. Ищи меня каждый рассвет, днем и ночью перед сном. Встаньте на колени. Мой ответ: даже если все его бросят, я его никогда не брошу. Даже если те, кто говорит, что любит тебя, потерпят неудачу, моя любовь к тебе сильнее и истиннее. Я не подведу, я никогда его не разочарую. Ваша семья, ваше будущее, ваше здоровье в моих руках. Дорожите, берегите и сохраняйте свои благословения. Будьте верны в малом, и в нужный момент ваши благословения умножатся, принеся еще больше вещей вечной ценности. Мой сын, моя дочь, твоя любовь ко мне очень важна, и я желаю, чтобы ты почувствовал себя глубоко любимым. Я замечаю, что иногда ты просыпаешься грустным, не понимая причины, как будто это необъяснимая эмоция, внезапное беспокойство, как будто твои собственные эмоции пытаются тебе что-то сообщить. Вы должны понять, и я должен вам сказать, что это ощущение – это ответ вашего сердца на то, что мой Святой Дух зовет вас по имени. Утреннее оповещение, когда вы начинаете отходить. Ты настолько занят, что не можешь найти время, чтобы посидеть и вспомнить обо мне,
но мой дух настаивает на том, что не позволит тебе оставаться пустым. Эта печаль, которую вы чувствуете, это отчаянный крик вашей души, вашего духа, вашего сердца. Осознайте необходимость утолить жажду, возникающую из-за того, что вы не пьете живую воду, которая исцеляет, питает и очищает ваше существо от всех беспокойств, создавая безмятежные и мирные эмоции. И если вы чувствуете себя унылым и опустошенным, это явный признак того, что прошло слишком много времени с тех пор, как вы ощущали мое присутствие. Откажитесь от этого состояния, упорство в нем только омрачит ваши чувства в трудные времена. Вместо того, чтобы принять это с верой, вы можете сбиться с пути, полагая, что я оставил вас. Но это неверно, я Бог, и нет вам ни обмана. Бесчисленные действия, которые я совершил из любви к тебе, показывают, как сильно я люблю тебя, любовь, которую едва описывает слово «много». Приди ко мне, и я наполню твою душу божественной сладостью. Я окутаю тебя такой необыкновенной любовью, что твои слезы будут чистой радостью. Где бы вы ни находились, дискомфорта вы не испытаете. И если вы плачете и кто-то спрашивает, выразите правду, вы чувствуете безмерную и величественную любовь вашего Небесного Отца. Вы вот-вот получите долгожданное благословение. Враг в ярости пытается отобрать тебя у меня, но не сдавайся. Я понимаю ваши эмоции, не дистанцируйтесь и не прячьтесь. Как ты можешь сомневаться в моей реальности, в моей способности любить тебя? Эти мысли глубоко повлияли на меня. У меня есть сердце, которое чувствует, и я люблю тебя искренне. Я не хочу, чтобы ты уходил, ты мой сын, моя дочь. Конечно, я люблю тебя. Когда ты был погружен в депрессию, не я ускользнул от тебя, я нежно обнял тебя, я очистил твою душу, я простил твои ошибки, я исцелил тебя и воскресил тебя. Обратите внимание, теперь мое обещание твердо и не будет нарушено. Никто не сможет вырвать тебя из моей руки, моя любовь вечна. Если вас одолевают сомнения, то это потому, что вы слушаете не тот голос, но давайте оставим это в стороне. Давай в мои объятия, я так же взволнован, как и ты. Ты возбуждаешь меня, когда бежишь ко мне. Возникнет борьба, сомнения могут остаться, но это всего лишь порхающие птицы. Не позволяйте им гнездиться в вашем сознании, отвергайте ложь смерти, которую пытается посеять враг, перестаньте подпитывать эти сомнения. Ты избавишься от этой печали. Прямо сейчас я вписываю свое имя в твое сердце, чтобы ты никогда не забыл и не усомнился. Вся моя любовь твоя. Что ты чувствуешь, когда слышишь мои слова о том, что я люблю тебя? Что вы думаете, когда чувствуете, что я внимателен к каждой вашей мысли и полностью осведомлен о вашем положении? Какая эмоция переполняет ваше существо, когда вы осознаете, что вас безмерно ценят, защищают и любят? Я хочу, чтобы ты всегда был уверен в моем присутствии,
даже когда иногда ты этого не чувствуешь или когда звонишь мне и не получаешь ответа. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, не основывай свою веру исключительно на чувствах и эмоциях, потому что есть мое письменное слово, уверяющее тебя, что абсолютно ничто не может разлучить тебя со мной. Даже когда ты окружен многочисленными врагами и сталкиваешься с самыми серьезными испытаниями, не сомневайся в моей любви. Если у вас есть мое обещание, твердо верьте в него, даже если вы чувствуете себя слабым, обеспокоенным, преданным или разочарованным. Помни, моя тень обнимает тебя, не нужно искать посторонней помощи. Провозгласи сейчас громко и ясно, чтобы даже небеса могли услышать: «Я верю в тебя, Иисус». Ваши эмоции не определяют вашу веру, вы тверды, верны и верны. В моем святом слове вы обретите истинную уверенность. Воскликни изо всех сил: «Верую в тебя, Христос Иисус». Знайте, что в этот самый момент вокруг вас собираются сонмы ангелов-воинов, сражающихся за вас, пока вы полностью не освободитесь от своих тревог. Это уже постановлено и обещано мной. Ваше сердце наполнится радостью и миром, даже если вы не понимаете эмоций, которые испытываете сейчас. Знай, сын мой, дочь моя, что я всегда рядом с тобой. Я никогда не перестану любить тебя. Я всегда буду здесь, чтобы защитить тебя. Ночью я останусь рядом с тобой. На рассвете я поприветствую твою душу. Каждый день я буду сидеть с тобой. Я всегда здесь, и я тебя люблю. Вас ждет великое благословение. Вы чувствуете, что вот-вот произойдет что-то необыкновенное. Вы чувствуете этот покой. Напитывайте свое сердце моим словом. Не позволяйте сомнениям поколебать вашу веру. Оставайтесь твердыми, ведь последнее слово за мной. Я вылечу тебя от всех болезней. Встань мужественно. И все проклятия, долги и плохие воспоминания о прошлом исчезнут из твоей жизни. Ваше освобождение неизбежно. Сегодня цепи разорваны. Радость и счастье потекут к вам в изобилии. Я совершу мощное чудо в твоей жизни. Твои уста наполнятся хвалой, а твое сердце радостью. Я обещал, и вы увидите это своими глазами. Вы получите все необходимое и даже больше, чтобы благословить и помочь нуждающимся. А всемогущий Господь – Бог бесконечной доброты и любви. Когда мы приближаемся к закату этого года, наши сердца объединяются в симфонии благодарности и надежды. Перед вами мы глубоко благодарны за бесчисленные благословения, которые вы нам дали, за ценные уроки, которые мы извлекли, за трудные битвы, которые мы преодолели, и прежде всего за безусловную любовь, которая пронизывала каждый прожитый день. Этот год, сэр, был дорогой, полным испытаний и неожиданные препятствия. На каждом сложном повороте, на каждом крутом подъеме мы чувствуем ваше любящее присутствие, направляющее нас, укрепляющее и крепко удерживающее нас. Мы славим Тебя, Господь, за Твою неутомимую верность и Твое милосердие, которое никогда не подводило нас. Даже в самых темных долинах и в самых жестоких штормах.
Теперь, когда мы смотрим на горизонт предстоящего Нового года, мы возносим молитвы о вашем новом благословении. Пусть этот Новый год будет наполнен здоровьем, миром, любовью и благополучием. Даруй нам, Отец, мудрость извлекать уроки из прошлых ошибок и неукротимую смелость противостоять будущим вызовам с твердой верой и непоколебимой решимостью. Окружи, Господь, наши семьи, друзей и всех, кого мы носим в своих сердцах, своей божественной защитой. Пусть Твой свет сияет в наших сердцах, освещая каждый наш шаг и каждое принимаемое решение. Пусть любовь, которая является сутью вашего существа, будет основой всех наших действий и взаимодействий в этом мире. Мы молимся, чтобы в предстоящем году мы могли стать истинными инструментами вашей любви и гарантами вашего мира. Пусть каждый новый рассвет будет напоминанием о вашем постоянном присутствии и вашей обновленной любви, а каждый закат принесет с собой безмятежный покой и глубокую благодарность за прожитые дни. Если вы считаете, что это сообщение может благословить других людей, прошу вас поставить лайк. Ваш вклад важен для того, чтобы охватить больше людей, которые, как и вы, также хотят слушать и получать благословение. Оставив лайк сейчас, вы измените ситуацию к лучшему и будете за это глубоко благословлены. Ты победишь, и все подтвердят, что я на твоей стороне. Ваше благословение уже в пути, и никто, слушайте внимательно, никто не сможет его остановить. Ответ, которого вы жаждете, вот-вот придет, о ваших нуждах позаботятся, и ваше здоровье, ваше здоровье будет чудесным образом восстановлено. Человек, которого вы так любите, вернется в вашу жизнь. Это божественное обещание. Я говорю вам это для того, чтобы вы наполнились смелостью, чтобы ваша радость началась прямо сейчас, в этот момент. Вскоре люди и члены семьи будут искать вашего присутствия. Они увидят ваше сияющее и помолодевшее лицо. Ваша улыбка станет живым свидетельством, и они увидят своими глазами чудесное благословение, которое я, Господь, собираюсь даровать вам. Слово уже произнесено, изобилие уже предопределено. Я не лгу, и то, что обещаю, исполняю. Напоминайте себе об этом каждый день, каждое мгновение, чтобы ваш разум оставался свободным от беспокойства и беспокойства. Я сам положу конец вашим страданиям, пришло ваше время радости, грядут счастливые дни, благословенные дни, драгоценные минуты, которые вы должны ценить в полной мере. Не бойся, мой дорогой сын, моя любимая дочь, не лей слез, не отчаивайся, верь в меня, ибо я твой Бог, обращающийся сегодня непосредственно к тебе. Творите всем своим существом. Я слышу каждую твою мольбу, чувствую каждый удар твоего смиренного и искреннего сердца. Со своего престола я слышу твои молитвы и открываю для тебя двери моей безмерной благодати. Я осыпаю вас своим благословением и благосклонностью. Мое присутствие с теми, кто имеет чистую веру, со смиренным сердцем, со всеми, кто призывает мое имя с истинной искренностью и глубоким желанием.
всегда помни, ты можешь доверять моей силе и моей вечной верности. Я никогда не оставлю тебя беспомощным, никогда не оставлю и не забуду тебя, даже с годами. Если я пострадал на кресте и пролил за тебя свою кровь, это было не напрасно. Когда к тебе приближаются враги и проблемы, или когда ты чувствуешь себя слабым, нуждающимся и больным, знай, я всегда с тобой. Я повторяю это так, чтобы это запечатлелось в вашем сердце. Я всегда желаю, чтобы ты искал меня, чтобы каждый рассвет вспоминал мои слова. У меня есть все силы, чтобы освободить его. И если я повторяю это каждый день, то потому, что действительно буду. Я жажду, чтобы твоя вера переполнилась, чтобы, закрыв глаза, ты обрел покой в глубине своего существа и, просыпаясь, обнимал каждое утро с новой духовной силой, полностью доверяя твердости моего обещания. Я никогда не оставлю тебя одного. Я провозглашаю истину. Я люблю тебя и всегда благословляю тебя. Так было, так есть и так будет во веки веков. Скажи мне сейчас, ты доверяешь? Мне бы хотелось услышать из твоих уст силу того, что ты находишься на пороге достижения этого вожделенного благословения. Поэтому враг направляет всю свою ярость на то, чтобы отделить тебя от меня. Но если обстоятельства кажутся неблагоприятными, не позволяй унынию овладеть тобой. Не сдавайся. Я понимаю ваши чувства. Посмотри на меня, мы в этом вместе. Мы решим каждую задачу рука об руку. Не дистанцируйтесь, не прячьтесь. Как это возможно, что ты сомневаешься в моей реальности? Откуда взялась вера в то, что я не способен любить тебя? Не недооценивайте свою ценность. В моих глазах ты драгоценна. Ваши сомнения трогают мое сердце, поскольку я тоже обладаю чувствительностью. Я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты покидал меня. Ты мой сын, моя любимая дочь. Как я мог не любить тебя? Когда ты был погружен во тьму депрессии, покинутый всеми, думая, что твой конец близок, именно я подошла к тебе. Это не ты искал меня первым, это я обратился к вам. Я обнял тебя с огромной любовью, я очистил твою душу, я простил каждую твою ошибку. Я утешал тебя, я исцелял тебя, ты встал, ты продолжил свой шаг, ты возродился. Обратите внимание сейчас, потому что именно в этот момент вы поймете, что мое обещание нерушимо и никогда не будет нарушено. Никто, слушай внимательно, никто не сможет вырвать тебя из моей руки. Моя любовь к тебе вечна. Если сомнения наполняют ваше сердце, это потому, что вы слушаете других, но забудьте об этом сейчас. Приди в мои распростертые объятия. Я плачу по тебе. Твой бег ко мне наполняет меня эмоциями. Жизнь полна сражений, сомнения могут возникнуть, но они подобны птицам, порхающим над вашей головой. Если вы не будете осторожны, они проникнут и свят гнезда в вашем уме, загрязняя ваши мысли и отдаляя вас от моей любви. Не забывай чудеса, которые мы пережили вместе.
Столкнитесь с темной стороной битв, в которых вы участвовали. Не позволяйте этим негативным мыслям заполонить ваш разум. Отвергните смертоносные семена, которые враг пытается посеять в вас. Я собираюсь искоренить эту неопределенность из твоего разума. В этот самый момент ты оставишь эту печаль позади. Я вписываю свое имя в твое сердце, чтобы ты никогда не сомневался в моей бесконечной любви к тебе. Я вас не разочарую, уверяю вас. Даже если мир отвернется от тебя, даже если ты почувствуешь себя одиноким, я всегда буду рядом с тобой. Я буду присматривать за тобой, твоей семьей, за благословениями и дарами, которые я тебе дал. Теперь скажите мне, какое будет ваше решение? Поверишь ли ты моему слову? Сможете ли вы удержать это, независимо от того, что вы видите или чувствуете? Не позволяя никаким сомнениям завладеть вашим разумом, я заверяю и подтверждаю, я вас не подведу. Торжественно заявляю, мои обещания не напрасны. Иди рядом со мной со спокойным сердцем, в мире и уверенности. Мой договор с тобой вечен и нерушим. Я знаю, что гонка жизни порой заставляет тебя забыть обо мне, но прошу тебя, чтобы, когда наступит тишина, когда утихнет шум и у тебя появится минутка поговорить со мной, помни, минута в моем присутствии стоит больше, чем 1000 часов в этом мире боли. Приходите ко мне, и я буду ждать ваших молитв. Помните, мир, которого так ищет ваш дух, можно будет найти только благодаря вашей прекрасной и искренней вере в мое слово. Знаешь, если я говорю это, то потому, что довожу до конца. И если это написано, то потому, что мои обещания сильнее и могущественнее всего в этом мире. Ты любишь меня, ты отдаешь мне свое сердце, ты питаешь себя моим словом и веришь в него всей силой души. Это наполняет меня радостью, дитя мое. И в этот самый момент я обещаю тебе, я тебя щедро вознаградю. Я дарую тебе необыкновенную силу, силу противостоять змеям, скорпионам, горящим углям и всем тернистым путям боли. У вас есть божественная способность заставить замолчать свирепых львов и остановить пожирателя. Не обязательно громко кричать, чтобы моя сила проявилась. С вашей чистой и смиренной верой, с вашей благодарной душой, с вашим твердым послушанием и вашим взглядом внутреннего воина этого более чем достаточно. Враг дрожит не от громких голосов, а от истинной веры. Многие говорят, кричат, говорят, что любят меня, но их действия показывают обратное. Вот почему я выбрал тебя. Вашими словами и руками я буду творить чудеса. Не пугайтесь, не уклоняйтесь от испытаний. В своей любви и силе я переносю зло в минуты одиночества и слез. Приди ко мне, я понимаю каждую крупицу твоих страданий, твоей печали и отчаяния. Вам не нужно ничего объяснять. Только позови меня, и я со всей любовью облегчу твое бремя. Я знаю, ты дарил любовь и внимание, а взамен мало что получал.
Но я вижу ваши трудности и осыпаю вас благословениями. Принеси мне свою усталость, свое измученное сердце, и я дам тебе отдых. Я понесу всю твою боль и печаль. Я знаю каждую жертву, принесенную ради любви, каждое разочарование, которое ты пережил. Я был свидетелем каждой лжи и предательства. Но слушай внимательно, я видел все, через что ты прошел, и прекрасно понимаю каждое чувство, каждый шаг, который ты сделал до этого момента. Я всегда был, есть и буду. Я хожу. И теперь твоя вера обновлена, твои глаза открыты для новой жизни, где ты, наконец, почувствуешь и поверишь в мою безмерную любовь. Это мое торжественное обещание. Отдай мне свою жизнь, свое сердце, и я всегда буду рядом с тобой, чтобы любить тебя и исцелять всю твою боль. Я буду твоим щитом во всех битвах, я окутаю тебя своей любовью и подарю тебе покой, который укрепит твою душу. Если ты упадешь, я подниму тебя. Если вы разочаруетесь, я вдохну новую жизнь в ваш дух. Ничего, слушай внимательно, ничто не может вселить в тебя страх. Не беспокойтесь ложными обвинениями и ложью, которую выдвигают против вас другие. Не позволяйте злонамеренным людям увидеть ваше падение. Поверь мне, я знаю твое чистое сердце, и ты увидишь, как я заставлю твоих врагов отступить, в страхе бежать. Ваша жизнь будет полна мира, мудрости, процветания, здоровья и небесной радости благодаря благословениям, которые я изолью на вас. Рядом со мной все твои мечты сбудутся. Ты скажешь мое присутствие в своем интимном месте и никогда больше не будешь прежним человеком. Все заметят перемены, увидят радость и умиротворение, исходящие от вашего лица. Поэтому приходите. Завтра встань пораньше. Обратите пристальное внимание, и вы отчетливо услышите мой голос. Уверяю тебя, я никогда не подведу с тобой, потому что люблю тебя всем сердцем, как в хорошие, так и в плохие времена. Молиться. Я здесь посылаю это слово мира, потому что услышал, как вы взываете о спокойствии. Сегодня почувствуйте дыхание божественного дыхания в своей душе. Почувствуйте себя наполненным спокойствием. В этот самый момент откройте уста свои и поблагодарите. Что ж, это самая прекрасная молитва, которую вы можете мне вознести. Не расстраивайтесь. Я слушаю каждое твое слово. Он знает, что мой ответ уже в пути еще до того, как ты спросишь. Но я хочу, чтобы вы укрепили свою веру, а не зависели только от своей силы и ума. Будьте мудрыми и смиренными, ведь мы не знаем всего. Во тьме есть скрытые опасности, ловушки, подобно рычанию львов в духовном мире. Обратите пристальное внимание и отнеситесь к этому серьезно. Вот почему я прошу вас молиться всегда. В радостях и в невзгодах, в конфликтах и в неопределенности. Поговори со мной. Это просто вера.
Смей верить и взывать ко мне, где бы ты ни был, и я отвечу. Когда ты придешь, чтобы найти меня, ты почувствуешь объятия моего Святого Духа, и я не отпущу тебя, пока твое сердце не обретет покой. Я не позволю тебе идти по жизни в страхе или отчаянии. Я буду стучать в дверь твоей души каждое утро. Просыпайтесь рано, когда все еще спят, и начинайте день на коленях и в тишине с живой верой. Приходи с распростертыми объятиями. Я люблю, когда ты подходишь ближе. Искренне, с чистой верой советуйтесь даже в мелочах, не боясь высказать свои потребности. Ваши молитвы драгоценны и важны для меня. Вы знаете, каковы ваши истинные приоритеты. Вы не ищете роскоши или тщеславия. Поэтому авторитетом моего слова говорю вам: не бойтесь, не унывайте. Непрестанно молитесь за его жизнь, его будущее, его здоровье и процветание. Молитесь за его семью, его детей, за самого старшего и самого младшего. Молитесь за всех его родственников, за тех, кто к нему хорошо относится, и даже за тех, кто смотрит на него криво. Послушайте внимательно. Те, кто отверг его, однажды раскаются и попросят прощения за то, что недооценили его. Не относитесь к ним плохо, не говорите плохо ни о ком. Пусть из твоих уст слетят только благословенные слова. И даже если они избегают вас, лучшее, что вы можете сделать, это помолиться и простить. Мой Святой Дух будет говорить с тобой с нежностью, показывая твои ошибки. Вскоре они откроют глаза, осознают вашу ценность и увидят, что вы благословение. Не прекращайте молиться, несмотря ни на что. Не позволяйте счастью отвлекать вас от нужды. Не отговаривайте его. Покой не должен быть отнят болезнью. Я не позволю вам столкнуться с бременем или проблемами, превышающими ваши возможности. Я никогда не брошу тебя и не позволю тебе почувствовать себя беспомощным. Не прислушивайтесь к негативным эмоциям, когда вы чувствуете себя подавленным. Он настаивает, беспрестанно плачет. Мои обещания верны, мое слово всегда сбывается. Я утверждаю сегодня, что каждая ваша молитва будет услышана. Для меня нет ничего невозможного, ни слишком большого, ни слишком маленького. Я отвечу вам и дам именно то, что вам нужно, благословляя вас новым ободрением и силой. Вы всегда получите лучшее. Не следуйте вредным привычкам других. Не жалуйтесь, если ответ задерживается. Научитесь доверять и концентрироваться на том, что действительно важно. У вас есть жизнь и семья, которая вас окружает. Несмотря на проблемы, у вас уже есть лучшее. Ты можешь рассчитывать на меня. У вас есть вера. Если ты действительно любишь меня, я призываю тебя посвятить себя мне. Питайте свой дух, погрузитесь в мою сущность. Поставьте себе цель, чтобы из ваших уст вылетали только позитивные, красивые слова.
Помните о том, как ваши слова могут повлиять на других. Я понимаю, что многие вас провоцируют, и иногда вы говорите то, чего не хотели. Решите измениться. Я хочу обновить ваше сердце, ваше будущее, вашу семью, ваши финансы. Я оставляю для вас великие благословения. Ваша молитва необходима для того, чтобы вызвать мощные изменения и чудесные чудеса в вашей жизни. Терпите, не унывайте. Ты собираешься показать, как сильно я тебя люблю. Последнее слово во всем остается за мной, так что поверьте мне. Ваша жизнь защищена в моих руках, и я не подведу тебя. Мнения людей могут быть какими они хотят, но это ничего не изменит. Они не причинят вам вреда. Я люблю тебя, и ты не упадешь, ты не потерпишь поражения. Ты почувствуешь процветание, а я исцелю твое тело и тело твоей семьи от всех болезней. Я осыплю тебя изобилием и миром. Это твое время, поэтому ты слушаешь меня сейчас. Те, кто утверждал, что ты не можешь измениться, лгали тебе. Тебе говорили, что ты никогда не изменишься, что тебе станет хуже, что тебе суждено потерпеть неудачу, что ты ничего не заслуживаешь. Но у тебя хватило смелости подойти ко мне, и ты подтвердил, что мое слово, моя верность и мое присутствие реальны. Я был свидетелем твоих слез, я был рядом с тобой и плакал вместе с тобой, как настоящий друг. Вы чувствуете себя в безопасности и решаете продолжить бой. Я сражался рядом с тобой, я помогал тебе, когда ты призывал меня, я сражался за тебя, когда ты был измотан. Моя небесная армия наблюдает за тобой. Я спасал тебя от несчастных случаев смертельных, я защитил тебя от болезней, и я спутал намерения преступников. Я упрекнул врага твоей души, когда он пытался тебя поглотить. Я люблю тебя и напоминаю, что бы ни случилось, ты в безопасности под моим покровом и любовью. Не позволяйте трудностям нарушить ваш покой. Оставайтесь на высшем уровне веры, где я поставил вас выше конфликтов, провокаций, клеветы и обид. Проведите время в тишине, произнесите мое слово мысленно или вслух. Сила моих обещаний разорвет цепи и освободит вас от беспокойства и беспокойства. Примите мой покой, это просто вопрос веры. Помните, что слова, исходящие из ваших уст, имеют огромную силу. У вас есть жизнь и силы, чтобы восстать из праха, процветать и быть счастливыми. Примите это, поверьте этому, примите это. Я вливаю здоровье и свободу в каждый уголок вашего существа. Ваша душа, ваш разум будут наполнены моим Святым Духом. Я исследую каждый уголок твоих мыслей, трансформирую твое прошлое и возвращаю тебе то, что было у тебя отнято. Сегодняшний день знаменует собой конец сожалений и неразрешенных ошибок. Погрузитесь в это прощение и радуйтесь очищению, которое наполняет ваше сердце. С этого момента твои слезы будут радостью, счастьем и радостью. Откройте свои руки небесам,
и пусть дождь благословений прольется на вас и вашу семью. Пусть твои волосы пропитаются этой священной водой, пусть твоя одежда пропитается, но не носи больше на своих плечах тяжелую и напрасную ношу. Я изливаю на тебя свою несравненную славу, которая несет с собой удивительные перемены и преображения. Это долгожданный момент, которого так ждали оба. Пришло время переписать свою историю, исцелить свое прошлое и вернуть то, что у вас отняли. Пришло время обновить свою жизнь и снова довериться всему, что я обещал на слове. С сегодняшнего дня вы испытаете настолько глубокую трансформацию, что увидите себя новым, совершенно другим, обновленным человеком. Враг-пожиратель больше не имеет над вами власти. Люди будут смотреть на вас и чувствовать, что в вас есть что-то уникальное и особенное. Некоторые будут завидовать тебе и бояться тебя, ибо нечестивцы знают, что их конец близок. Вы и ваша семья добьетесь победы, а те, кто напал на вас, будут побеждены и больше не поднимутся. Своим Святым Духом я наполняю тебя, как сосуд чистым и целебным маслом. Я забочусь о вас с глубокой любовью и изливаю на вас это огромное благословение. Представьте, сколько чудесных дел вы совершите, сколько жизней благословите. Ваша семья станет орудием помощи, спасающим вас от страданий, болезней и смерти. Вы освободите многих, появится новая дружба, и ваш характер преобразится. Сегодня ты сияешь сияющим счастьем, вы обретете благосклонность щедрых людей, которые поделятся с вами своими благами. Провозгласите всем, кто укрепляет вас и кто глубоко вас любит. Говорите уверенно, и слова жизни и надежды польются из ваших уст. Ты не уйдешь от меня, ты сохранишь знак, который я дал тебе, прощение грехов твоих, мою пролитую кровь, которая очищает тебя и дарует жизнь вечную. Я буду радоваться тому, что я твой Отец, а ты будешь радоваться дарам и чудесам, которые получишь от меня. Потомство твое будет многочисленно, как песок морской. Я все еще тот, кто милостиво любил тебя вчера, и кто любит тебя больше с каждым днем. Твое будущее в моих руках, но мне нужна твоя вера. Я еще раз умоляю вас, не игнорируйте это послание, не недооценивайте, является ли это средством, с помощью которого я говорю с вами. Я выбрал людей со смиренным сердцем, чтобы нести мое слово и провозглашать миру эти три божественных и прекрасных слова «Бог благ». Я была, есть и буду для тебя лаской, любовью и добротой. Я хороший, потому что я еще и автор и творец веры. Своими руками я дал сигнал к созданию Вселенной, своей мудростью я установил пределы звезд, планет и всех жизненно важных элементов для вашей жизни. Из праха ты был создан, и в тот мир, где находится твое тело, однажды в прах ты вернешься. Пока твой дух терпеливо ждет рядом со мной, пока не наступит конец времен, я превращу твое тело из праха в святое, вечное и неразрушимое тело. Ты присоединишься к моим слугам,
и мы вернемся в эту землю, чтобы встретиться с армиями зла. Приготовься, потому что однажды ты будешь править рядом со мной. Но пока эти дни не наступят, не прекращайте молиться. Ищите меня неустанно, и я хочу, чтобы ваша приверженность выполняла мою волю. Скажи мне теперь своими словами, что ты всегда будешь любить меня. И если вы хотите, чтобы другие получили благословение, попавшие в ваши руки, поделитесь этим письмом с теми, кого вы любите и кто, как вы знаете, нуждается во мне. Присоединяйтесь к моей армии хороших новостей, и вместе мы благословим жизни. Я никогда не ошибаюсь, все происходит по какой-то причине. Каждое событие в вашей жизни имеет божественную цель. Ты мое величайшее сокровище, ты твердо в моих руках. Я любил тебя, даже когда ты был далеко, и продолжу любить тебя, несмотря на любые ошибки. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. Мое мнение не меняется. Я сам пришел к тебе навстречу, когда ты почувствовал уныние, ища легкий выход из своей боли, но я показал тебе, что истинная жизнь и мир не стоят за иллюзиями. Необходимо упорствовать, противостоять невзгодам, верить моему слову, неустанно идти рука об руку со мной, чтобы достичь долгожданной свободы и победы. Я хочу, чтобы ты вновь обрел мужество. Я видел твои слезы. Я был рядом с тобой и плакал вместе с тобой, как настоящий друг, чтобы ты почувствовал себя в безопасности и решил продолжить борьбу. Потому что я сражаюсь рядом с тобой, я помогаю тебе, когда ты зовешь меня, я сражаюсь за тебя, когда ты утомлен. Моя небесная армия наблюдает за тобой. Когда ты чувствуешь себя слабым, зачастую ты даже не осознаешь, от скольких опасностей я тебя спас. Я собираюсь открыть вам глаза на духовный мир, чтобы вы могли увидеть моих ангелов-воинов и напряженные битвы, которые они ведут, защищая вас. Я спасал тебя от несчастных случаев смертельных, я защитил тебя от болезней, я спутал намерения преступников. Я упрекнул врага твоей души, когда он пытался тебя поглотить. Я подтверждаю свою любовь к тебе и напоминаю, что бы ни случилось, ты в безопасности под моим покровом и любовью. Но я также прошу вас с огромной любовью не волноваться и не бояться перед лицом трудностей. Ты обещал доверять мне и не реагировать на то, что говорят люди. Я обнимаю тебя, никакая угроза или ложь не смогут коснуться вас. Вы находитесь на высшем уровне веры, света и мудрости, где я вас поставил выше конфликтов, провокаций, клеветы. Яс или обида. Они не могут тронуть вас, они хотят увидеть вашу реакцию, они хотят украсть покой из вашего сердца. Они знают, что если им это удастся, ваши мысли выйдут из-под контроля, уводя вас по ложному пути и потенциально причиняя вред другим на этом пути. Поэтому прошу тебя принять мой мир, это просто вопрос веры. Побудьте некоторое время в тишине там, где вы находитесь, и произнесите мое слово мысленно или вслух. Сила моих обещаний разорвет цепи и освободит вас от беспокойства и беспокойства.
Какую бы ложь вам ни говорили, и даже если это правда, вы не должны терять покой. Сегодня, когда вы погрузитесь в радость прощения, я хочу, чтобы вы поняли, что я Бог всего творения, Создатель Вселенной и каждой звезды на небе. С незапамятных времен я был твоим проводником, твоим защитником и твоим утешителем. В этот момент я желаю вам по-новому почувствовать мое присутствие, глубже соединиться с моей божественностью. В моих руках ты словно шедевр, созданный с любовью и заботой. Подобно тому, как гончар лепит глину, я создал вас для уникальной и необычной цели. Ты мое творение, мой любимый сын. Когда вы открываете свои руки к небу, позвольте мне излить на вас не только дождь благословений, но и мою безусловную любовь, которая течет, как бесконечная река. Моя несравненная слава окружает тебя, неся с собой обещание удивительных перемен. Этот момент знаменует собой кульминацию времени ожидания, возможности переписать свою историю и залечить раны прошлого. Трансформируясь, вы увидите, что сила врага больше не властвует над вами. Вы можете свободно ходить в свете моей любви и ощущать полноту жизни, которую я создал для вас. Повторяйте эти слова. Все происходит ради божественной цели. Наш любимый Бог все контролирует, и в конце концов, даже негативные ситуации будут работать в нашу пользу. Ищите меня ежедневно, будьте благодарны во всем, и в радостях, и в горестях, и верьте. Чудесные чудеса произойдут, когда ваше сердце наполнится хвалой. Поделитесь этим сообщением. Скажи им, чтобы не волновались, все будет хорошо. Приближается время великих благословений для вашей семьи и вас. Ты сохранил веру, ты остаешься твердым. Я готов благословить тебя. Ты уже готов принять все, что я приготовил для тебя. Более того, я хочу, чтобы вы оставили трудные моменты позади, освободились от чувства неудачи. Позвольте мне заявить кое-что важное. Ни один из моих сыновей и дочерей не является неудачником и никогда не будет неудачником. Я люблю их, забочусь о них, готовлю их и исправляю. Если они упадут, они встанут. Если они совершают ошибки, они перекладывают на меня свои ошибки, просят прощения, и я прощаю их с терпением и любовью. Они встают, стряхивают пыль и идут вперед с верой в мое слово и взглядом, устремленным к цели. Мои сыновья и дочери могут совершать ошибки, но у них есть смирение и способность признать свои ошибки, получить мое прощение и оставить после себя любое чувство поражения и вины. Вы никогда не были неудачниками. Враг воспользовался твоими чувствами, чтобы украсть у тебя и причинить тебе боль. Но все, что было у тебя отнято, я верну тебе. Я хочу, чтобы вы привыкли жить жизнью эмоциональной свободы. Больше не вините себя за события в прошлом и не наказывайте себя, отказывая себе в возможности добиться успеха. Я желаю, чтобы ты продолжал расти в своей вере и учился все больше и больше зависеть от меня. Я призову тебя сделать то, что кажется тебе невозможным.
Поймите, сынок, дочь, я выбрал вас, чтобы вы были каналом благословения для всех, кого вы любите. Поэтому вы не можете оставаться такими, какие вы есть. Ты поднимешься, преодолеешь все воображаемые ограничения, которые ты наложил на себя, и просто примешь, что ты мой сын, моя дочь. Борьба, с которой вы столкнулись в прошлом, научила вас жить в постоянных эмоциональных страданиях, перегруженных необоснованными страхами. День за днем твоя душа была полна страхов, твой дух разрушался неправильными мыслями. Это был болезненный путь, но вы усвоили уроки. Сегодня вы умеете принимать мудрые решения и выбирать хороших друзей. Ты идешь по правильному пути, по моей воле. Вы готовы к триумфу, к вступлению в новую сверхъестественную фазу могущественных чудес. Благословения, которые ждут вас на пути, наполнят вас верой, силой и радостью. Примите их без колебаний, они все ваши. Я люблю тебя, и именно поэтому я несу тебе сегодня другое послание. Ваша вера выросла, живая и пылкая, динамичная и пылкая. Ты повзрослел, ты знаешь меня лучше. Ты научился доверять, ждать подходящего момента, чтобы получить благословения, которые я приготовил для тебя. Я формирую армию смелых людей, готовых жить с энтузиазмом и решимостью, готовых поделиться своей любовью, полных решимости измениться, обновиться телом и душой. Вы один из тех смелых избранных. Но будьте осторожны с тем, что вы слышите и что видите. Расставьте приоритеты в моем слове, питайтесь и погружайтесь в моего Святого Духа, читая, слушая, говоря, писая, поя. Что бы я ни вдохновлял вас делать, делайте это с Духом и истиной. Желаю вам приобрести навыки управления, поскольку собираюсь даровать вам великие блага, но крайне важно, чтобы вы относились к ним с любовью и ответственностью. Мое намерение состоит не в том, чтобы поднять ваш статус, чтобы вы стали высокомерными, а в том, чтобы вы сияли смирением. Власть, которую я дарую вам, если вы стремитесь умножить мои благословения, требует, чтобы вы хранили свое сердце смиренным, чистым. Избегайте сплетен и клеветы на кого-либо. Никогда не поднимайте руку и не пачкайте язык, чтобы навредить тем, кто ценит вас, поддерживает вас или дает вам возможность работать, чтобы заработать себе на жизнь. Посвятите себя работе с упорством, служите с преданностью и будьте источником благословения для окружающих, вашей семьи и всей сферы вашего влияния. Я избрал тебя, чтобы ты приносил обильные плоды, чтобы идти туда, куда я тебя пошлю, и чтобы процветание и благословение переполняли твой дом. Я обращаюсь к тебе как к настоящему другу. Если вы жаждете стать свидетелем перемен в своей жизни, вы должны взять на себя обязательство подчиняться мне и идти рядом со мной. Вы принимаете этот вызов. Вы находитесь на пороге нового впечатляющего этапа, и если вы продолжите следовать моим путем, вы, несомненно, добьетесь триумфа. Я назначил тебя храбрым воином, лидером твоей семьи,
которому суждено идти от победы к победе, и мое присутствие будет сопровождать тебя во всех твоих выдающихся триумфах. От славы к славе благодаря вашей похвале и благодарности, которые обитают в вас и в вашем доме. Сын, я люблю тебя, а чемпион среди чемпионов, и я обильно благословлю тебя. Я не ошибся, выбрав тебя, я точно знаю, что делаю, поскольку хочу, чтобы ты глубоко почувствовал, как сильно я тебя люблю. Если вы считаете, что это послание может быть благословением для других людей, я призываю вас выразить свое одобрение. Ваш вклад важен для того, чтобы охватить больше людей, которым, как и вам, также необходимо слушать и получать благословение. Дав свое одобрение сейчас, вы измените ситуацию к лучшему и будете за это глубоко благословлены.